Сегодня мы с вами продолжаем говорить о геральдике, а именно о гербах для башкирских родов. О некоторых мы уже с вами поговорили. Сегодня продолжим о проекте герба для рода Унлар. Однако прежде чем начать собственный разговор о гербе рода Унлар, хотелось бы ответить на один довольно часто возникающий вопрос. А именно, почему проекты гербов делаются в щите той формы, которую вы можете сейчас увидеть, а не в круглом щите, который в геральдике часто именуется восточным щитом. Здесь следует отметить, что, во-первых, в геральдике форма щита не учитывается в описании герба, и один и тот же герб может изображаться в щите разной формы. Круглый, треугольный, квадратный, какой-то еще вычурный. И при этом он останется одним и тем же гербом. Вот. Но помимо правил геральдики существует и традиция, когда тот или иной герб традиционно используется в щите определенной формы. Поэтому мы взяли особую форму щита, специально ее разработали, чтобы гербы башкирских родов даже по форме щита сразу же выделялись. Теперь же возвращаемся к гербу рода Унлар. Это еще один из гербов, принадлежащих роду, произошедшему от табынцев и имеющих, унаследовавших от табынцев символику. А именно дерево, птицу и боевой клич Аран. Вот. Возвращаясь к принципам создания герба, мы обращаемся к историческому памятнику Дафтара Чингиснаме, в котором, по преданию, Чингисхан дал беям, руководителям родов, особую символику, символы их власти, символы их рода. В частности, Чингисхан сказал: «Эй, Уишин Макибей, пусть твоим деревом будет лиственница, птицей орел, боевым кличем Салават». При этом еще один элемент тамга, она у каждого рода своя. То есть у табынцев своя, у рода Балыксы, который мы обсуждали в прошлый раз, своя, у рода Унлар своя. То есть на гербе вы можете видеть полумесяц, это историческая тамга рода Унлар. Вот. Остальные же фигуры, да, что у нас? У нас орел с распростертыми крыльями, у нас вырастающая лиственница, и еще на гербе есть интересное деление щита: волнистый серебряный столб и зеленое поле. Вот. Почему такое деление произошло? Исторически состав рода делится на три части, три ветви. Это Байкы, Суун и Кыр-Ун. При этом в переводе с древнего языка Суун означает речные уны, а Кыр-Ун – степные уны. И таким образом серебряный волнистый столб река, да, это отсыл к наименованию Суун, речные уны, а зеленое поле к наименованию Кыр-Ун, степные уны. Да, и трехчастное деление герба, три части равномерные, это три рода, входящие и организующие, собственно, род Унлар. Также в гербе помещена стрела, наконечник стрелы, поскольку согласно народной этимологии, одно из названий рода, которое звучит Хунарсы, означает охотник. И это показано, собственно говоря, наконечником стрелы, поскольку лук и стрела – это традиционное оружие степняков при охоте. Вот. Таким образом, в гербе у нас сохранены и исторические легендарные элементы, и элементы, показывающие на исторический состав рода, на его наименование, происхождение его наименования, на его какие-то исторические особенности. Вот. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы по геральдике, задавайте их. Мы обязательно их обсудим при нашей следующей встрече. Спасибо. Всего доброго.